Всем добрый вечер. В эфире Абаза ТВ «Биографический салон». Сегодня у нас в гостях советник-посланник посольства Абхазии в России Татьяна Гулия. Давайте поприветствуем нашу гостью. Спасибо большое, Татьяна Георгиевна, что вы согласились принять участие в нашем проекте. Ну, здесь, конечно, необходимо дополнить информацию о вас. Для тех, кто не знает, я вас представила только как должностное лицо, но Татьяна Гулия еще и внучка народного поэта Абхазии, в общем-то, человека, который стоял у истоков создания абхазского алфавита, азбуки, национального театра. В общем, это человек-первопроходец в культуре, науке, образовании республики. Также вы дочь писателя Георгия Гулия. Я знаю, что родились вы в Москве, но бывали в Абхазии часто, во всяком случае летом вы приезжали в Агудзеру, там был дом у вас. И даже сегодня вот на своей странице в социальных сетях вы часто публикуете снимки Агудзеры, моря, да, часто пишете о том, что тут самые красивые закаты. Поэтому я хочу вернуть вас в то время, время вашего детства, юности, и чтобы вы рассказали нам какие-то истории, которые которыми вам хотелось бы поделиться. Пожалуйста. Я приезжала в Агудзеру очень часто. Учась в школе, мы с моим братом, начиная с мая месяца до сентября, мы с моими бабушками, с Татьяной Дмитриевной, в честь которой меня назвали, находились в Агудзерах. Иногда, когда начиналась в Агудзерах какая-то буря или непогода, папа, который с мамой были в отпуске, приезжали сюда, возили нас в Сухум. В гостиницу Абхазии есть мороженое. Да. Потом у папы начинались различные очень интересные встречи. Тогда мне это казалось, я была маленькая, мне казалось скучно, жарко. А потом я вспоминаю это, как, что я была знакома с такими великолепными, известными людьми не только в Абхазии, но и в России, и порой во всем мире. Так что я часто сейчас, выступая, обращаюсь к нашей молодежи, чтобы ходили на различные встречи, запоминали этих людей, которых, к сожалению, через какое-то время не будет на земле, на этой земле. И, может быть, им покажется где-то вначале скучно, занудно, но потом они будут вспоминать эти встречи, эти знакомства. В Агудзерах к нам было очень весело, приезжали на отдых писатели. Папа, мы близко дружили с Константином Михайловичем Симоновым, с его семьей. Миржанов, он был журналист. Сейчас мы дружим до сих пор. Павел Миржанов, который часто тоже посещает Абхазию. Он работает, по-моему, в проекте Absne Adventure, да? Путешествиями, да, занимается, да. Он, так сказать, и пытается восстановить в Агудзерах дом своего деда тоже. К сожалению, во время войны дома, в том числе и моего деда, и Константина Михайловича Симонова, да и дома Надара Домбадзе, Карло Каладзе были разрушены. К этому мы вернемся обязательно, к теме Отечественной войны, о том, как она отразилась на вашей жизни, на работе и так далее. А сейчас довоенное время, мне интересно, вы назвали сейчас людей, то есть грузины тоже жили там, да, о взаимоотношениях с ними. Это давайте я напомню, да, 78-й год, 89-й год, да, когда были такие волнения, скажем, да, в Абхазии. Как отражалось это на ваших отношениях? Вы знаете, до 89-го года
до того момента, как нас с братом чуть в Агудзерах и с маленьким ребенком, я там была с сыном, чуть не убили наши же соседи. Расскажите эту историю, как это получилось Не так? было Почему? у меня никаких, так сказать, каких-то... Никто никогда не выяснял, кто какой национальности, и каких-то выяснений отношений я не помню. Как среди вот взрослых, вот у нас была, помимо небольшого дома, где, так сказать, который построил мой отец для дедушки. Кстати говоря, мой дед в свое время говорил: не надо строить дом у моря, турки придут, разрушат. Но, к сожалению, разрушили не турки, но разрушили. И во дворе этого дома была Пасха, которую я фамилию, к сожалению, не помню, видимо, турецкая фамилия, из Тамыша, Хасан некий, построил нам эту, сплел Пасху, где собирались очень многие известные люди. И, естественно, приезжал и Баграт Васильевич Шинкубай, и наш сосед Иван Тарба, и грузины, которые приезжали, художники, поэты. У Надара Домбаза, у Карло Калаза там были дома. Все сидели у нас в Пасхе, и никаких пояснений отношений не было. Шутили, читали стихи. Приезжало очень много, так сказать, московских поэтов, писателей. Была Ахмадуллина, Рима Казакова со своим супругом, тоже поэтом Радовым. И было какое-то очень беззаботное, Ну, одним счастливое словом, время. вы дружили, да? Ну, а как получилось тогда, вот вы сказали вот эту фразу, что вас чуть не убили в 89-м году. Как это получилось? Это соседи были, да? Вы знаете, самое интересное, что это были соседи, которым папа, когда приходил кто-то из соседей и просил помощи, например, кого-то в больницу, у кого-то что-то еще по каким-то проблемам, никогда не отказывал. Там жили грузины и в основном мингрелы. Никто никогда, так сказать, мы с детьми играли, и вдруг, так сказать, пришли в 89-м году нас убивать. Те же соседи, я их все узнала. И надо сказать, что, так сказать, да, нас спасли грузины, друзья папина, которые знали еще моего дедушку. Главный инженер СВТИ тогда был Петр Варламович Челидзе, его жена, старики уже. Потом сказали, что дом подожгут их и так далее. И чуть не убили нас, вывозили. Это был целый детектив, вывозили в Сухум. А после этого у меня как-то, так сказать, я поняла, что что-то творится не то. И поняла, что эти люди не были искренни, когда вот сидели в Пасхе у нас за столом, да, и, так сказать, не только у нас, за абхазским столом, в гостях в деревне, будучи, они не были искренни, видимо, либо завидовали, либо какой-то камень за пазухой держали. Да. Татьяна Георгиевна, я знаю, что вы выпускница ГИТИСа, и после окончания вуза вы какое-то время работали в Абхазии. Расскажите об этом периоде. Дело в том, что мой брат как раз закончил школу и захотел только учиться в АГУ. И я около года тоже работала в Министерстве культуры Абхазии под руководством Алексея Хутовича Аргуна. Он был тоже театровед, наставлял меня, так сказать, говорил о том, что обязательно нужно идти в аспирантуру мне.
и писать об Абхазском театре, продолжать писать. Поэтому было очень интересное время. У нас в Сухуми не было квартиры, и мы жили на даче в Агудзерах с братом. Там, конечно, собиралось много молодежи. И, так сказать, вот работа в Министерстве культуры под руководством Алексея Аргуна мне очень много дало знаний и практических. Было интересно работать, конечно. И каждый раз, когда сейчас я прохожу мимо сгоревшего Совмина, если стоять лицом к Совмину, с левой стороны на втором этаже, маленькое вот двухэтажное здание, были кабинеты как раз Министерства культуры Абхазии. Угу. А почему только год поработали? У вас как-то поменялись планы, видимо, да? Ну, Алексей Хутович и, так сказать, мой папа, они вместе на меня, так сказать, настояли, чтобы я пошла в аспирантуру. Я поступила в аспирантуру, чтобы писать об Абхазском театре. Тут интересно, так сказать, вот как раз к тому, что вроде бы, так сказать, да, до 1989 года не было каких-то, так сказать, внешних столкновений или еще что-то с нашими грузинскими оппонентами. Но вот примерно, когда я стала заниматься театром, я взяла интервью и написала большие статьи об Азизе Агрба и Шарахе Пачале. Это вышло в журнале «Театр» статья и в советской культуре. И вдруг папа мой говорит: как же у нас, оказывается, нету народного артиста СССР в Абхазии. Это безобразие. И он через своих друзей, через своих знакомых, Алексей Хутович подготовил документы. Ну вот выбрали, так сказать, поскольку он был и общественный деятель, и не только прекрасный актер, Пачале, отправили документы в Москву. И, так сказать, поскольку публикация уже была в союзной прессе о нем, и, так сказать, вдруг раздается в Агудзерах, мы были, звонок папиного друга из Министерства культуры СССР: быстро делайте документы, не пропускают абхаза одного, быстро делайте документы на какого-нибудь, грузинский театр же был в Сухуми, на какого-нибудь грузина. Вот, это было сделано, так сказать, характеристики, еще что-то выбрали, я сейчас не помню, честно говоря, фамилии самого старого актера грузинского театра, и отправили туда документы. И тогда быстро все сделали. Вот понимаете, ну, отношения. Да, вот наглядный пример. И, так сказать, да, это, да. видимо, так сказать, да, в Тбилиси узнали о том, что, так сказать, собираются давать звание. Понимаете, вот вроде бы, казалось бы, мелочь, но это характеризует общую обстановку, общее отношение Тбилиси с Сухумом. Да, тенденции. Тенденции, да, тенденции. Да. Так что, а когда, например, после смерти папы 12 лет не ставили мемориальную доску, он писал по-русски, да, советский писатель. В Москве прекрасный скульптор Бичуков, народный художник России, сделал, так сказать, эту доску мемориальную. Не ставили, потому что, как потом выясняется, когда был вопрос об этом, чтобы, так сказать, на доме дать разрешение, грузинская сторона сразу в МИД ноту, как
понимаете, следили за каждым шагом. Вроде бы удивительно все эти вещи. Вроде это не глобальные какие-то. То есть затянулось это вот на 12 лет, да, вы говорите? Да, в 2002 году Только установили. было очень хорошее открытие, Фазиль Абдулович выступал, выступали еще писатели, так что было очень хорошо, сохранились кадры, я передам Абазе. Хорошо. Татьяна Георгиевна, вот вы говорили, что после 1989 года вы стали понимать, да, что ситуация сложная, да, усложняется. А вот что касается как раз вот этих лет, да, предвоенных, вот в Москве, насколько я знаю, было открыто Абхазское общество культуры, да? Были ли какие-то препоны, вот создавали ли их вам тогда? Но тогда, знаете, была, так сказать, видимо, так сказать, установка мэрии или более, так сказать, высоких инстанций о том, чтобы создавать либо диаспоры, либо различные национальные общества. Поэтому, когда Игорь Муратович Ахба позвонил, папа еще, так сказать, был болен, но он был жив, и попросил поддержку, письмо, так сказать, они готовили, поддержку об этом обществе, о создании общества, то, в общем-то, практически сначала не было. Нас зарегистрировали официально, и значит, Игорь Ахба, тогда молодые люди, так сказать, Вячеслав Чирикба, который работал в Москве, Юрий Анчибадзе, и мне вот предложили на общественных началах, естественно, это все было. Это общество ставило цель пропаганда культуры, искусства Абхазии, истории, ну, где история, там и какие-то политические вещи, возможно, да, были. И мы стали издавать газету «Алашара». Потом во время войны эта газета стала «Абхазский вестник» называться. Эта газета, потом была организована школа, Ирина Борисовна Басария преподавала абхазскую воскресную школу, язык. Я рассказывала об искусстве Абхазии, Юрий Анчибадзе об истории. И тот, кто аспиранты были в Москве, все это мы приглашали в школу, чтобы как можно больше абхазским детям давать знания о своей родине. Ну, то есть потому что вы рассказываете, понятно, что была такая рабочая атмосфера, и, в принципе, проблем вам не создавали, нет, да? Нет. Да. Ну, а вот предчувствие, скажем, войны было у вас в тот период? Знаете, была вот после 1989 года довольно напряженная атмосфера. Дело в том, что какие-то были национальные общества, и мы проводили совместные вечера. Кто-то танцует национальные танцы, кто-то споет. Так сказать, во многих... Там, где мы присутствовали, грузины отказывались. Или же, так сказать, приходили в зал, и какие-то провокационные выкрики эти были. Там довольно в Москве был такой культурный центр, который организовал Церетели, Мзиури называлась, причем в центре города, на Старом Арбате это было. И там вот у них было гнездо, что называется. Они устраивали какие-то митинги. Они же очень крикливые всегда. И выходили на улицу, но их никто не останавливал, вот, насколько я помню. Это вот мы, когда, так сказать, это, возвращаясь, так сказать,
военные послевоенное время устраивали какие-то небольшие пикеты. Вот, вы помните. На это, видимо, Потом, была да, реакция всегда. Была да? реакция всегда. Там больше стольких человек ни в коем случае нельзя. Еще что-то там нельзя, это нельзя. Вот. А здесь все можно было. Татьяна Георгиевна, вот день начала войны, как вы помните, как вы узнали о том, что война началась? Откуда? Это я очень хорошо, что это было, помню, что это была пятница. Мне позвонил мой брат Жора Гулия, который был здесь, работал уже после окончания университета. Позвонил и сказал: Таня, непонятно, что творится, обстреливают город, и значит, мы с Русланом Хашик и Кристианом Мжани вывозим телевидение в Гудауту. Честно говоря, я, пометуя о 89-м, об июле 89-го года, я как-то, так сказать, надеялась, что это все ненадолго. Да, как, я думаю, что как мы все. Многие, да. Вот, потом уже это было передано по центральному телевидению, это я помню. Естественно, позвонил Игорь Муратович Ахба и сказал: мы создаем штаб в офисе одного из наших бизнесменов, предпринимателей. Приезжай, быстро приезжай. Вот. И уже 16-го, так сказать, надо сказать, что в информационном плане грузины подготовились не только, так сказать, оружие, да, и в военном плане, да, но и в информационном. Было блокировано практически все. Честно говоря, я, посоветовавшись с мамой, позвонила, кому? Папиным друзьям, кого я помню, кто, так сказать, был у нас в гостях в Агудзерах. Белла Ахмадуллина сказала: Тань, я ничего не знаю, и в это дело я вмешиваться не собираюсь, хотя потом она за своих друзей грузинских заступалась очень активно. Это все помню. Вот, позвонила Евтушенко, которая тоже, так сказать, я получила отказ. Единственное, что, так сказать, Рима Федоровна Казакова, когда я позвонила, она говорит: Тань, мне сейчас некогда, я пытаюсь организовать переезд детей, писателей, внуков, чтобы они у меня жили, потому что там уже началась война. Переезд из Абхазии в Москву. Переезд из Абхазии в Москву. И вот, так сказать, одна из немногих, Рима Федоровна, у нее жили, так сказать, наши женщины, дети, наши беженцы в квартире, и она пыталась везде, где только она могла, говорить об Абхазии в защиту народа Абхазии. Ну, а вы стали работать в пресс-центре, да, в Москве. Ну, сейчас, когда мы говорим пресс-центр, мы представляем, понимаем, что это. А вот когда вот в то время, да, в тот период, какие были условия для работы пресс-центра в техническом оснащении, людской ресурс, объем работы, который вы выполняли, об этом расскажите. Был, как я говорила, уже сразу 14 августа был создан штаб. Возглавил этот штаб Игорь Муратович Ахба. Не только потому, что, так сказать, он уже был известен и как глава культурного общества. Но 1 июня Владислав Григорьевич Арзанба
назначил Игоря Муратовича официально полпредом. Видимо, так сказать, конечно, он что-то знал, предвидел, столкновения какие-то. И был создан штаб. Штаб делился, значит, кто-то занимался поставками гуманитарной помощи, кто-то уже встречал, так сказать, начал встречать раненых, тяжело раненых отправляли в Москву и в Петербург. Затем меня, значит, попросили возглавить пресс-службу полномочного представительства. Самое интересное в том, что все было блокировано, и приходилось просто пользоваться какими-то личными связями, знакомствами. Конечно, были журналисты, которые сразу позвонили, почему-то позвонили японцы и сказали, что мы собираемся ехать в Абхазию. И 16 августа уже была пресс-конференция, была организована пресс-конференция. Несмотря на противодействие очень сильное тогда российских и СМИ, и руководства, много собралось народу, и иностранные СМИ, и Игорь Муратович, и на пресс-конференции тоже вел пресс-конференцию Юрий Анчибадзе, провели, так сказать, рассказали о том, что творится в данный момент в Абхазии, и предысторию конфликта. Естественно, это было все сказано. В Москве в то время были кто-то в отпуске, это Белла Кураглы, журналист из абхазского телевидения, Лада Барцис, которая еще училась в институте, в школе, Людмила Авицба. Конечно, приходили и Юра Анчибадзе, там, так сказать, круглые сутки сидел, и Денис Чичхалия. А что касается оснащения, Руслан Джели, братья которого здесь воевали, известные герои, он пришел первый день, никто его не спрашивал ничего, он принес факс. Кто-то принес еще какие-то, так сказать, вещи. И тогда же не было ни компьютеров, ничего, и не было на чем печатать. Кто-то принес огромную такую машинку электрическую под названием «Ятрань». Я вот это хорошо помню. И надо было очень быстро печатать. У нас очень быстро печатал, пока мы все не научились, Денис Чичхалия. Он у нас был, так сказать, все время, так сказать, за этой печатной машинкой, да. А затем вот кто-то из девушек приходил. Дело в том, что из Гудаута передавалось по факсу, естественно, какие-то заявления, сводки и так далее. Но было очень сложно, практически очень редко удавалось что-то, и мы научились все быстро очень писать. Вот недавно я разбирала свой архив и посмотрела мои, так сказать, то, что я тогда писала, я не могла разобрать, честно говоря. Непонятно, да? Совершенно написано. непонятно, да. Ну, так сказать, и вот я хочу, так сказать, сказать спасибо, и часто вспоминаю наших телефонисток. Так сказать, низкий поклон им, потому что то, что они делали, так сказать, обеспечивая связь из года, вот, потому что очень плохо было со связью, даже вот
по телефону, я уже не говорю, что по факсу, они, так сказать, проявляли какие-то чудеса технические, я не знаю, какие. После войны я с ними познакомилась, потому что слышала только голоса. Голоса, да? Да. Татьяна Георгиевна, а вот о взаимодействии с другими средствами массовой информации, вот как удавалось налаживать эту работу? Другие агентства, может быть, телевидение российское, газеты? Тоже через, наверное, личные знакомства все же, да? Ну, началось через личные знакомства, но потом, так сказать, многие журналисты, несмотря на какие-то препоны, ведь, так сказать, это они профессионалы, обращались к нам. Вот с первого дня стали звонить не только японцы, но и Интерфакс. Это агентство, которое только образовалось. Затем, вот я, насколько знаю, Руслан Хашик, у него были знакомые на телевидении, через них удавалось перегнать какие-то, так сказать, кусочки, видео, которые проходили по телевидению. Но, знаете, было очень интересное время тогда, очень и странное. Вот, например, мы смотрели, очень следили 12-часовой выпуск новостей по Первому каналу, ну, положим, Первому каналу. И смотрим, так сказать, там односторонняя подача материала, не та карта, например, да, так сказать, что все это Грузия, что и Абхазия, Грузия и так далее. Где-то без 23 перед следующим выпуском новостей я или кто-то из нас звонили и говорили: дайте редактора. Представлялись. Пресс-служба полпредства. Какого полпредства? Что? Хотя наши все телефоны уже знали, и все это, так сказать, общались с нами. Дайте редактора. Пожалуйста, чтобы, так сказать, уравновесить, дайте абхазскую сторону, и потом нам не нравится вот эта карта, которая в 12 часов. Вы знаете, и они шли навстречу и исправляли. Вот сейчас попробуйте позвонить и дать указания. Так сказать, было очень интересное время, да. А что касается, да, конечно, много знакомых было. Вот это известное интервью, которое сейчас и представлено и на Ютубе, и в интернете, интервью Караулова с Владиславом Григорьевичем. Да, дело в том, что было как-то очень совершенно ничего, никакая информация не проходила про нас. Ну, были такие вот моменты, видимо, какие-то давались указания. И я позвонила Андрею Караулову. Андрей тоже учился в ГИТИСе, ну, постарше, так сказать. Я говорю: Андрей, помоги. Он тогда был очень популярен, его передачи были популярны. Помоги, но единственное, что, я говорю, у нас нет денег, мы не можем заплатить ни за что, даже, так сказать, за съемки, или нужно какое-то интервью с Владиславом Григорьевичем, с кем-то еще, чтобы прошла информация. Он перезванивает мне и говорит: Таня, согласуй с Владиславом Григорьевичем время, когда он может. Съемочная группа вылетает в Гудауду. Я даже такого подарка не ожидала. И вот получилось очень интересное, так сказать, интервью. Да, его буквально на цитату разбирают. Да, сейчас да, можно да. встретить в интернете. Действительно, да, такое знаковое, хорошее Такое интервью. Вот было, да. Были совершенно неожиданные какие-то вещи. Радио «Свобода», радио
там немецкая волна и так далее, они очень были, так сказать, и прозападные, и прогрузинские настроены. И мы все время звонили и просили, чтобы они дали каким-то образом нашу сторону. И вдруг я слышу по радио «Свобода» наша сводка с начала до конца, какие-то заявления. Ничего не могу понять. Потом мне звонит: здравствуйте, я Георгий Папхадзе. Ну, он был известный тогда журналист на радио «Свобода». Я немножко напряглась, как вы понимаете. Он говорит: не бойся, я вот все то, что ты будешь давать, я, потому что зуб имею. Я говорю: каким образом? Объясни Да. мне. Он на «ты», ну, я сразу на «ты», объясни мне. Я зуб имею на Шеварднадзе, и я полностью ваш. Понимаете, да, самые вот неожиданные какие-то вещи были, и очень интересные. Ну, нам удалось пробить всю эту блокаду. Дело в том, что Лиана Кварчелия, которая тоже оказалась в Москве с ее сестрой, они все заявления, все сводки переводили на английский язык. С утра до ночи они этим занимались, и мы отправляли. Тогда Вячеслав Черикба уже был в Ледене, в Голландии, отправляли ему, Хьюиту, в какие-то газеты. Брали, не брали, но все равно мы просто, вот, знаете... Делали свою работу, одним словом, да? Да, камень точит, Да, это да. называется. Татьяна Георгиевна, а вот со стороны, скажем, грузинских, ну, коллег, журналистов, вы чувствовали какое-то давление, быть может? Они пытались вам мешать работе пресс-центра? Были такие случаи? Может быть, что-то блокировали? Вы знаете, нет, то, что блокировали, дело в том, что особенно на телевидении было очень много, Шеварднадзе же был министром иностранных дел СССР, и очень много было и журналистов, и среди редакторов грузин, особенно на телевидении. Конечно, очень много блокировали, пытались пробить эту стену, так сказать, осенью 92 года по, так сказать, указанию Владислава Григорьевича был высажен в Москве десант из парламентариев наших. Зурик Ачба, я помню, ходил такой представительный по коридорам телевидения, потом это все рассказывал. Зурик убеждал, поэтому тут как-то пробивали эту стену. Ну, помимо того, что, так сказать, вот информационное, в Москве мы организовывали вечера абхазской культуры. Дело в том, что какие-то другие, конечно, круглые столы организовывали, пресс-конференции, было множество пресс-конференций, в том числе и Владислава Григорьевича. Самое интересное, что, так сказать, вот иногда звонишь, обращаешься, предоставьте нам зал. Даже, так сказать, наши бизнесмены готовы были оплатить этот зал, а нам не давали. Не давали зал, не пускали нас, но получалось все. В итоге и был, так сказать, один, к сожалению, сейчас, так сказать, его уже нет на этом свете, актер, режиссер Александр Михайлович Кравцов, который очень дружил с папой. Может быть, кто-то помнит, он приезжал сюда со спектаклем, Сергей Кокорин читал Нарта Сосрыкова. Это было в середине 70-х годов. И вот Александр Михайлович позвонил мне и говорит: я член художественного совета ЦДРИ, Центрального дома работников искусств, давай мы будем делать вечера.
он вел эти вечера, приглашал актеров из своих, так сказать, наши начинающие актеры. У меня остались эти записи. Молодые тогда девочки, и Хибла Герзмава, и Алиса Гизба, и Гурам Квициния, который начинал петь тогда, участвовали в этих концертах. Были вечера просто абхазской культуры, либо тематические, там, ко дню рождения Дмитрия Гулия, да, ко дню рождения Баграта Васильевича Шинкуба и так далее. И эти вечера, знаете, очень всех объединяли. Приглашали мы гостей, так сказать. Потом, естественно, был стол абхазский. Кто-то пек, какие-то мама пирожки пекла, кто-то хачапури, кто-то мы нарезали бутерброды, все, так сказать, абхазское вино. И было, так сказать, весело, и это была возможность говорить об Абхазии. И приезжал к нам Абхазский театр. Я это очень хорошо помню. Это было 27 сентября 1993 года. Да, у нас, кстати, был актер театра, который рассказывал о том, что услышали они о победе именно там, в Москве, на гастролях. Да. Это уже готовилось заранее в театре на Малой Бронной, в центре Москвы. Так сказать, эти гастроли нельзя было, естественно, отменить. Вот, и показывали Махас, так сказать, представляли. Мы все сидели, и, зная о начале наступлений, вот, так сказать, что там творится, многим, так сказать, кто пришли, вот, гости московские, все это очень понравилось. Но я же видела, что актеры были никакие, их мысли были не на сцене, не на спектакле, а там, конечно, в Сухуми, в Абхазии. И так же, как и мы все сидели в напряжении. У меня сохранилась эта программка, это уже, так сказать, история. Было очень интересное такое состояние, и да, спектакль прошел очень успешно. Татьяна Георгиевна, вот вы рассказываете о сложностях работы, да, пресс-центра в тот период, но мне хотелось бы, вот, чтобы вы рассказали о том, когда вы узнали, что сожгли дом в Агудзере, вот эту историю, когда вы об этом узнали, вот что вы испытали в тот период? Наверное, один из самых сложных моментов для вас, да, за войну? Это мне мой брат сказал, он говорит, возможно, так сказать, что-то там рушили. Это уже было после войны, честно говоря. Так он сказал, когда передавал сводку там, да, не было времени на какие-то личные, честно говоря, вещи. Нужно было передать сводку, нужно было заявление Верховного Совета, заявление там Минобороны и так далее. Да, я знала, что обстреливали СВТИ, например. Знала, что, так сказать, там все рушили. Честно говоря, я, когда узнала, что обстреливают СВТИ, я написала такое, так сказать, сообщение о том, что там в СВТИ, поскольку велись физические какие-то опыты, там находится небольшой ядерный реактор. И я, естественно, как вы понимаете, не знала ничего об этом и просто пыталась как-то, чтобы меньше там было обстрелов, потому что там и люди жили, так сказать, в Агудзерах. И, знаете, поднялась шумиха
тогда, это сейчас, вот, к сожалению, да, обстреливают украинские войска вот это вот атомное, и никакой реакции. А тогда поднялась и на Западе шумиха. Как так? Вдруг там все взорвется. В результате что-то там осталось, и, слава богу, цело, и перестали обстреливать районы вокруг этого СВТ. Что-то сохранилось. Ну, какие-то были вот вещи, да, интересные. Да, после войны вот было, может быть, даже и тяжелее, когда нам была объявлена Блокада. И в том числе и информационная, и тяжелее было, так сказать, об этом Игорь Муратович говорил, видимо, какие-то вот были встречи, очень тяжело, и переговоры очень шли тяжело, конечно, это все было. Спасибо, спасибо большое. Хочу обратиться к нашим слушателям, у кого есть вопросы. Пожалуйста. У меня была возможность слушать «Голос Америки» во время войны в Творчелли. А вот скажите, пожалуйста, там была ли возможность у Фазиля Искандера там вести какую-то беседу? Или я ошибаюсь? Да. Я его слушала. Значит, да. Дело в том, что когда мы настаивали о том, что нужно представить абхазскую сторону, да и у Фазиля Искандера были свои, так сказать, каналы, они предоставляли нам не только на «Голос Америки», но и на «Свободе», «Немецкой волне», может быть, какие-то диалоги, например, вот, они любили с грузинами, да? Или еще что-то, да, действительно, да, это была возможность, да. Постоянно на BBC, да. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Татьяна Георгиевна, прежде всего, спасибо большое, что вы сегодня прошли. В вашем интервью вы еще говорили о том, что не только вы так активно были включены во все процессы, действия, которые происходили тогда в Москве во время войны, но также ваша мама, которая отдельно, да, проводила свои программы, когда вы приходили, иногда не знали, какие переговоры проходили в вашей квартире, в том числе и с Владиславом Григорьевичем Ардзенбо. Вот я хотела бы спросить, как оказалось так, что ваш отец Георгий Дмитриевич, сын народного писателя, не жил в Абхазии, не остался здесь, а уехал в Москву? Вы знаете, это был вынужденный переезд, ему посоветовали это сделать. Вот, я думаю, так сказать, после того, как он написал «Черные гости», его начали обвинять во всех грехах, и начиная национализм, еще какие-то, так сказать, вещи. И дедушку моего боялись тронуть что-то здесь, да, а папу начали здесь вызывать в разные инстанции, кабинеты высокие, и он был одно время здесь министром культуры, и обсуждать его нехорошее поведение, идеологическое в смысле. И ему друзья посоветовали уехать из Абхазии, чтобы не быть арестованным до такой степени даже. И поскольку Константин Михайлович Симонов, в котором папа здесь познакомился, и они очень дружили до последнего, и Константин Михайлович, предложил работу папе в литературной газете в редколлегии, а Константин Михайлович тогда был главным редактором литературной газеты. И папа был вынужден уехать из Абхазии, к сожалению. Да, это было. Там его тоже продолжили обсуждать, когда что-то, так сказать, он не так написал какую-то статью
об Абхазии и с точки зрения, так сказать, идеологии не понравилось. Но, знаете, просто, так сказать, это как-то судьба, удивительно было. Тогда вышла повесть папина «Друзья Сакена». И вдруг кто-то позвонил в литературную газету, это был представитель тогда Сталина, и спросил, значит, Иосиф Виссарионович, это по рассказам моего отца, Иосиф Виссарионович спрашивает, кто написал это, старик или сын? Вот, там все забегали. Вот, сказали, что это сын, ну, хорошая повесть. И это папу спасло. Потому что было, так сказать, уже обсуждение в Союзе писателей, тогда Фадеев был председателем Союза писателей России. У нас дома есть эта записка. Значит, Фадеев идет ругать папу, и не только там его, каких-то других писателей, которые с точки зрения идеологии неправильно себя ведут. И папе вкладывает в руку записку. Георгий, извини, ты, так сказать, хороший писатель, но я вынужден это сделать. У нас есть эта записка такая. Да, Фадеева. Да, спасибо. А вот еще интересная деталь о том, какую работу ваша мама проводила. Какие-то истории расскажите об этом. Как только вот стало известно, что началась война, одна мама сказала: Таня, это надолго, это дело не нескольких дней. И вечером Ната Зугба, супруга Зурика Ачба, принесла нам материи трехцветная, так сказать, абхазского флага, да. К сожалению, этой материи хватило, только флаг был односторонний. Мама сшила этот флаг, она есть. И, так сказать, потом мы выходили на какие-то пикеты, на митинги с этим флагом. Вот. Ночью она за ночь шила флаг, а поскольку она мама всю жизнь преподавала в университете, в МГУ, она кандидат химических наук, и очень хорошо чертила и рисовала, она за ночь и за следующий день кто-то принес ватман. Это тоже было очень сложно достать из наших абхазов. Вот. Она нарисовала огромное количество плакатов, с которыми потом тоже выходили на митинги. Конечно, у нас тоже, как у всех, были, так сказать, большое количество беженцев, детей. Но, знаете, наш дом всегда был, вот, и папа, кто-то приходил всегда из чиновников. Я помню, так сказать, как министр СССР такой Елютин пришел к нам, и речь шла об открытии университета абхазского. И очень многие к нам приходили. И тут я как-то поздно приходили из пресс-центра, иногда там мы даже оставались. Как-то пришла, мама говорит, я, говорит, детей повела в музей, здесь была встреча. Я говорю, да, о, как интересно. Ну да, Игорь Муратович позвонил, что нужно, так сказать. И таких встреч была не одна эта встреча. Я даже о них не знала. Это уже, так сказать, мамино было дело. Да, она и, так сказать, передавала и сводки, и так далее. Это все было, конечно. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
Я тоже хочу сказать большое спасибо вам, замечательный рассказ. Много чего мы узнали, я в частности. Я была студенткой Татьяны Дмитриевны, очень хорошо ее помню. Древнерусская литература, историко-филологический факультет. Это пединститут. И с большим запасом юмора. Вообще здорово было с нею. А вопрос такой. Ваш близкий родственник, брат Георгия Дмитриевича, в ту войну, с той войны не вернулся. Вы знаете его судьбу? Да, у папы был брат, на год старше, Владимир Дмитриевич, Владимир Гулия. Его взяли, он учился в Тбилиси, и он приехал сюда, но его взяли, так сказать, да, на войну. Он пошел, конечно. Он пропал без вести. Папа очень долго его искал, практически всю жизнь. Моя бабушка всегда считала, что он жив и где-то находится. Но у нас дома хранится, так сказать, из военкомата, что, так сказать, он пропал без вести. И, к сожалению, нет. Папа его искал, папа искал следы какие-то хотя бы своего брата. Они вели в концлагерь на юге Франции. Да, и вот, к сожалению, я тоже, так сказать, сейчас вот обращалась в различные структуры, чтобы помогли найти. Может быть, так сказать, когда-то обнаружится. Ваша семья уникальная. Это знает вся Абхазия, не только в Абхазии об этом знают. Когда мы со студентами очень часто обсуждаем о том, какую роль молодые люди могут играть, они всегда говорят: а что мы одни можем делать? И хотя Дмитрий Иосифович не является политиком, вот, в прямом смысле слова, но в учебный план для себя я включила в политические портреты Абхазии Дмитрия Иосифовича, потому что Дырмит Гулия что сделал для Абхазии, несколько поколений абхазцев не могли это сделать. Он начало всех начал. Я об этом не буду говорить, это вся Абхазия знает. И поэтому любой, кто хочет что-то сделать, он всегда найдет, как это сделать. А что касается Георгия Дмитриевича, вот вы говорили о его работах, в результате чего, вот вследствие чего ему пришлось уехать. Я недавно, готовя политические портреты Ефрема Эшба, Нестора Лакоба и Николая Киртава, в поисках очень много материалов нашла о тех временах. В частности, я с удовольствием еще раз пересмотрела работы Георгия Гулия «Черные гости» и «Водоворот». Мое детское сознание, то, что я с детства, я выросла в деревне, что я слышала, читая Георгия Гулия, я пришла к выводу, что он блестяще знал историю Абхазии. Все его персонажи в основном это были реальные личности, которые большую и негативную роль сыграли во времена махаджирства. Георгий Гулия приводит слова Дмитрия Иосифовича, почему такая трагедия сложилась, почему почти 80% абхазов вынуждены были уехать, оставив родную землю. Слова следующие, это слова Дмитрия Гулия. У абхазов не было жесткого, дальновидного, национального руководителя. Очень жаль, что это реальность. И мы все являемся, к сожалению, свидетелями вот того реального случая, который был в Абхазии. А еще второй вопрос, я извиняюсь, я, может быть, много говорю. Во время войны, естественно, мы все были задействованы, каждый делал все, что мог. Если бы не делалось бы то, что каждый мог, может быть, мы не приблизили бы нашу победу.
Естественно, все наши письма вы отправляли, вы знаете, как много комиссий мы создавали, начиная от комиссии по спасению от взрыва шахт метана от Кварчели. Кстати, наше письмо на съезде шахтеров в Европе, в Оломоце, это Чехия, город шахтеров, зачитывали вслух. Вы знаете, Невзоров о спасении долгожителей Абхазии, он передавал, он читал в эфир наше письмо, потом очень многие звонили и говорили, вот мы были свидетелями. Мы знаем, что НТВ передавала, мы знаем, что материалы ОБСЕ. То есть у меня такого характера вопрос. Вы человек, который отслеживали всю информацию во время войны и после войны, естественно, тоже. Во время войны мы встречаемся вот с такими фактами. Тот же Невзоров, который первое время поддержал очень Абхазию, потом, что он говорил об Абхазии, вы знаете. Передачи НТВ, которые с подачи ОБСЕ говорили, абхазцы раненых с поля боя не берут, потому что они уже не воины. То есть чем вот вызваны? Мы здесь на месте в Гудаутах всегда говорили, естественно, на материальную сторону. На ваш взгляд, чем вызваны вот одни и те же люди, которые кардинально противоположные информации давали? Видимо, так сказать, и материальная сторона, о которой вы говорили, тоже в каких-то моментах присутствовала. Вы знаете, давалось сверху указания. Может быть, кто-то из журналистов и не был согласен, но, так сказать, работа. И это тоже, потому что очень многие, я знаю, журналисты были и очень честные, и вы знаете, что, так сказать, Андрей Соловьев, его здесь, он был убит, многие сюда приезжали, ну, не все были, к сожалению, честные, очень часто меняли свою точку зрения, либо под воздействием, под нажимом своего начальства, либо, так сказать, наши грузинские оппоненты их посещали чаще, чем мы, и они допускались к журналистам, а мы не всегда, да. Разные, так сказать, причины этому, к сожалению, да. Здравствуйте, меня зовут Яна Бжаня. Вы упомянули вот Кристиана Бжаня. Как раз когда я шла к вам навстречу, я вышла от него, и он сказал мне очень много лестных слов о вас, и сказал, чтобы я обязательно отсидела от А до Я, потому что ту информацию, которую я от вас получу, я больше нигде не узнаю. Я действительно с этим согласна. Спасибо вам огромное за то, что вы рассказали. Я уверена, что если бы там не эфирное время, еще огромное количество информации можно было бы от вас узнать. И вот у меня такой вопрос. В школе мы начинали обучение абхазской литературы и грамматики с такого человека, как Дмитрий Гуля. Для нас это был не просто человек, это что-то было выше человека. И мы, мне всегда мы ходили в музей, да, обсуждали его как общественного деятеля, как человека культуры, как тот, который внес вклад большой в развитие абхазского языка, абхазской литературы, и вообще Абхазии в целом, но вы знали его как дедушку, и там, каким он был отцом, каким он был дедушкой, вот как личность, какой это был человек дома. Вот очень было бы интересно узнать. Вы знаете, к сожалению, мне было 3 месяца, когда он умер. Кстати говоря, он умер в Агудзерах. Меня часто спрашивают об этом, где похоронен дедушка. Дедушка похоронен у филармонии, где памятник, то я только по воспоминаниям моей тети Татьяны Дмитриевны, да, папы, в какой-то степени мамы, которая, так сказать, тоже знала его, застала, могу судить. Вы знаете, довольно
требовательный, немножко жесткий где-то был и очень дисциплинированный. Вот почему-то все, Татьяна Дмитриевна, папа рассказывали, вот сидят гости, 10, все, так сказать, пир в разгаре, да, так сказать, 10 часов вечера, дедушка вставал, и кто бы, какой гость, ничего, он шел спать, он рано вставал, пир продолжался, так сказать, да, там все, так сказать, это продолжалось, он уходил, все. Очень дисциплинированный человек, так сказать, это было. Даже до такой степени, так сказать, вот рассказывали, что папа, когда был министром культуры здесь, он, видимо, что-то, так сказать, утром поздновато встал и пьет чай, кофе. Дедушка сидит и встает. Встает и идет. Меня министр, у нас совещание, меня министр культуры вызвал, я иду. Ну, конечно, моя бабка говорит, ну, дай ребенку, да, для матери всегда ребенок, даже взрослый, так сказать, человек, дай ребенку выпить чай. Ничего не знаю, меня вызвал министр. Вот, понимаете, и папе пришлось побежать, так сказать, да, поехать, чтобы все вовремя было. Довольно жестко. Вы знаете, есть такая книга рассказов, папины воспоминания. Жил-был абхазский мальчик. Сквозь призму, ну, уже так сказать, воспоминания вот этого мальчика через взгляд, это Абхазия, это Сухум 20-е годы. Это очень интересно. Там много людей, которые, так сказать, известные фамилии и известные, так сказать, люди. И там очень хорошо вырисовывается дедушкин характер, взаимоотношения в семье. Вот советую прочитать эту книгу. Георгий младший, его, помню, во время войны называли Георгий II. Вот Георгий II, много он здесь, по-моему, всю войну работал журналистом. Вот то, что он снимал, то, что вот он слушал, записывал, оно оставалось в Абхазии или уходило? Ну, когда удавалось перегнать, вот, насколько я знаю, Руслан на НТВ перегонял Хашик, да, Кристиан Бжане, по-моему, на Россию перегонял. Нет, уходило, конечно, какие-то вещи, естественно, уходили и показывали кадры, потом использовались в фильмах. Надо сказать, что, так сказать, вот все журналисты, там вот не только которых я перечислила, включая и депутатов, которые дежурили в Гудаутах в пресс-центре, в любое время, когда не позвонишь, давали сводку, давали информацию и устно, не только там вот я работаю на телевидении, я буду только, так сказать, с ними сотрудничать и так далее. Ни в коем случае. Все рассказывали, все говорили, кто-то эмоционально, кто-то по-деловому. Да, конечно. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашу гостью. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Абаза, за такое приглашение. Это большая честь для меня. Спасибо вам и дай Бог интересных передач в последующем и развития вашей телекомпании. Спасибо большое. Спасибо.